Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: подсказки высших сил, подсказки ангелов. Вот что подскажут, в чем помогут, какую информацию важную для вас раскроют. Если у вас есть конкретные вопросы, подумайте о ваших вопросах. Если вопросов нет, просто попросите подсказку и советик. Не зря вы открыли это видео. Здесь будет нечто интересное, важное и полезное для вас. Загадывайте на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну вот первая подсказка. Не тем вы верите, не тем. Есть вокруг вас люди, есть. Есть как хорошие, так и не очень. Вы почему-то с хорошими ругаетесь, да, от хороших не берете, отталкиваете хороших. Но я понимаю, почему. Они вам как правду говорят, и они перед вами, ну, как говорится, слов не подбирают, да, правду матку прям в лицо. И, конечно, это неприятно, очень неприятно. Но есть люди, которые наоборот, прям соловьем заливаются. Такие, знаете, вот приторно-медовые язычки у них. И они вот прям облизывают вас. Да? Ой, какая ты, ой, какая ты, ой, какое то, какое все. Да, все плохие, ты хороший. Вот эти люди, они вами либо пользуются, либо хотят вас втравить в какую-то историю. Не зря они так сладко лепят, не зря. Вот поверьте, поверьте. Вот кого-то вижу, прям интуиция кричит, бьется, говорит: ну что ж ты делаешь, кому же ты веришь, нехороший, внимание, осторожно. А вы отгоняете эту свою интуицию подальше, да? Иди в угол, наказано. Вот, мои хорошие, вот что-то нечисто, абсолютно нечисто. Не с теми связались, не тем доверились, не в тех поверили. Люди нехорошие. Те, которые сладкие, которые прям: о, все будет классно, я тебе помогу, я для тебя сделаю, да то, да сё, да ты такая, да ты сякая. Вот врут. Врут и врут очень много. Будьте поаккуратнее, слушайте свою интуицию. И слушайте именно тех, кто вам в грубой форме говорит правду. Кто вас там языком не пестит, а наоборот, кто вам критику дают, такую адекватную, жесткую, но критику. Вот те люди, они для вас на вес золота. Не подведут, не обманут, на что надо глаза раскроют. А те, которые прям сладенькие, да, так вы их подальше. Знаете, от сладкого диабет бывает. Подальше их, подальше. Вот. Не полезны они вам, наоборот, вредны. Пересмотрите свой круг общения, пересмотрите свои связи, будь то дружеские, будь то деловые, ну, либо другого характера, да, может быть, даже любовные. Пересмотрите. Что-то нечисто, чтобы потом не жалеть, чтобы потом локти не кусать, головой в стену не биться. Пересмотрите. Вам обязательно нужно навести порядок в зоне общения и коммуникации. Да? С кем общаюсь, о чем общаюсь, какие дела веду. Прям каждого человечка вот прям просмотрите отдельно. Вот прям сосредоточьтесь, да, конкретный человек, на нем сосредоточились. Все плюсы, все минусы, что было, что есть, вот, что говорит, что делает. Да? Пересмотрите. Поверьте, тут хорошая чистка должна пройти. Хотите жизнь свою поменять? Хотите из неудачников и аутсайдеров выйти в победителя? Пересмотрите круг общения. Вот честно говорю, кем-то так пользуются, вот прям в черную пользуются. А вы бедненький, либо бедненькая, да,
место себе одно рвете, а ничего в жизни нет, не получается. Все пусто да пусто, все минус и минус. А потому что пользуются вами, потому что у вас отбирают. Понимаете? Здесь нужно заниматься своим кругом общения. Обязательно, обязательно. Так, у кого не ладятся отношения, не клеятся, не ладятся. Ну, тут 100%. 100% семья. Семья, кстати, может и ваша будет семья, может быть и вашего партнера семья. Не принимают, отторгают, понимаете, отторгают. Вы ничего плохого им не сделали. Ну ничегошеньки, да, они вас фактически-то плохо знают. Вот у кого-то отыграется, что они практически вас не знают. Ну там пару раз видели. И прям в штыки отторгают и все. И начинают это гадить, вредить, на мозги капать. Это один момент. А второй момент, эти люди, они же сидят, понимаете, они же сидят, они же думают о вас. Ну вот, о, все, пропал наш сыночек. Сейчас куда-нибудь там его заберет, голову заморочит. И все. Зачем сына растили? Вот. У кого-то отыграется, что ваша семья. То же самое. Все думают, о, сейчас дочурку нашу уведут. А кому мы нужны будем? Да? Кто же будет там, за нами ухаживать, там, помогать? То есть ревность идет очень сильная. Материнская, либо даже не знаю, ну-ка, свекровь там ревнует, да? Есть такое дело. Мешают, очень мешают. Знают все про ваши дела, лезут без приглашения и мешают. Тут и негативное воздействие идет, вот это мысли нехорошие о вас. И также могут вмешиваться, подкидывать информацию, сомнения. Да? Ну, такая работа идет, прям подрывная работа ваших отношений, вашей семьи. Мои хорошие. Мой дом, моя крепость. Знаете такое выражение? Старайтесь, чтобы в вашем доме, в вашей крепости не было лишних или ненужных людей. И я не призываю вас рвать семейные связи. Я не призываю вас закрыться и не общаться с миром. Нет. Просто нужно дозировать информацию. Нужно жить своим умом и поменьше вот это вот подробностями личной жизни делиться с теми, кто рядом. Да? Будь с вашей стороны, будь со стороны мужчины. Это очень важно. Так, и еще момент. У кого мужчина вот часто куда-то ездит командировки, какие-то поездки бесконечные. Девочки, здесь нужно чистку сделать на вашего мужчину, либо на транспортное средство, на чем он пользуется. Да, если он там на личной машине ездит, либо служебная машина, нужно обязательно сделать чистку. Делайте солевую чистку. Вот. Если ездит он разным видом транспорта, на него надо чистку сделать обязательно и оберег, дать оберег. Это может быть как кулончик, так и молитва, хорошая молитва. Есть, кстати, очень хорошие молитвы для путешественников, тоже очень хорошо помогают. Ангелу-хранителю, чтобы спас, сохранил, уберег. Надо этим заниматься. У мужчины я вижу, что дела как-то вот прям не очень. Настроение не очень. И такая вот прям обстановка уже нервозная у него идет. Сглаз очень сильный чувствуется. Очень сильный сглаз. Поэтому нужно бороться. Нужно это все зачищать и себя оберегать. Да, либо мужчину этого оберегать. Этим нужно заниматься. Так. Вот у вас монетка вышла в правой стороне. А монетка еще не сформировалась. Вот в руках, видите, вот вы стоите, и вот она монетка. У нее серединка есть, да, а бочки еще такие прозрачные. Значит, мои хорошие, вас ждут деньги там, где вы даже не думаете, либо еще об этом не задумывались. Однозначно деньги будут приходить, и прям в руки вам будут приходить. У кого-то это новая работа, у кого-то новый вид деятельности, а у кого-то деньги будут идти от конкретного человека. Конкретный человек вам будет помогать, поддерживать вас деньгами. Так что с голоду вы точно не умрете. Все у вас будет хорошо. Если сейчас прям совсем пусто, мышь повесилась в кармане в холодильнике,
причем одновременно и там, не переживайте. Это такое временное состояние, которое скоро разрешится. Кстати, разрешится гораздо быстрее, чем вы вот сейчас подумали. Так, будут деньги, будут. Вы без денег точно не останетесь. По долгам, да, вот у кого-то долги, кредиты, не знаю, что это у вас, прям такое сложное что-то идет. От этого прям голова болит, да, и сердце щемит. Вот. Вы из этого выпутаетесь. Вам по судьбе выйти из этой долговой ямы. Вы из нее выйдете. Как по судьбе было туда зайти, так и по судьбе вам выйти. Вот. Вспомните, как вы туда заходили, да? Как все легко было. Вот так же легко будете выходить. Как конкретно, не скажу. Вы все разные. Мне не показали. Мне только показали, что выход есть. Выход светлый, выход открытый. Как-то прям быстро. Быстро, легко, прям выскочите. Да? Не выйдете, а выскочите оттуда. Так. Здесь у кого-то печалька, тоска из-за одиночества. Нет надежного человека рядом. Жизнь неполная, неполноценная идет. Да, очень хочется семьи, очень хочется тепла, нежности. У вас очень много тепла и нежности, ну прям накопилось под завязочку, да, хочется поделиться, но не с кем, не на кого выплеснуть эту любовь. Значит, мои хорошие, желание я ваше вижу, оно прекрасное, но есть какое-то обстоятельство, которое мешает очень сильно. Это что-то внутри вас. Внутри прям находится. Похоже очень на какой-то то ли испуг, то ли какое-то заблуждение даже может быть. Вы знаете как? Вы вот вроде как готовы на любого. Ну, простите, что так говорю, но я говорю, как вижу. Вы готовы, ну, мужчину любого принять, с одной стороны. А с другой стороны, когда вы любых принимаете, вы же сразу видите их недостатки. И у вас идет отторжение на этих мужчин. Вам не нужен любой, вам нужен ваш, вот который вам подходит, который вам по судьбе. Вы либо не там их ищете, либо вы не на тех время тратите, понимаете? Вы как-то планочку свою очень низко опустили. Вот. И вот идет ваш по судьбе, да, а вы каким-нибудь там, ну, скажем так, приставалой заняты. Вот, пока вы на него время тратите, ваш по судьбе мимо прошел, на второй круг пошел. Вот. Наберитесь, пожалуйста, терпения, повысьте планку требований к мужчине и поверьте, именно ваш по судьбе у вас и появится. Причем вот как только вы себе цену вот, ну, как назначите, вот, что я женщина такая, значит, мне нужен, чтобы там не пил, да, там, не курил, чтобы здоровенький был, чтобы там стабильный был, да, чтобы денежку зарабатывал. Такой к вам и придет. Вот. И я понимаю, что сейчас многие на меня обидятся, но я не могу вам сказать по-другому. Я, во-первых, информацию читаю с потока. Во-вторых, ну если я вам не скажу, кто вам об этом скажет? Да? Мы же хотим помочь, мы же хотим в жизни что-то поменять, подсказать. Поэтому, мои хорошие, давайте, принимайте эту критику, информацию, ну как хотите называйте. Пишите мне гневные комментарии, но я буду говорить, как я вижу. От сердца говорю, подумайте, от сердца, чтобы помочь, не обидеть, помочь хочу. Девочки, это очень важно, очень. Все будет. Рано или поздно будет. Ну, понятно, что рано, если собой займетесь, да, планочку поднимите прямо сегодня, сейчас. Ну, а позже это вот прям дойдете. Путем проб и ошибок до этого дойдете. Я очень надеюсь и верю, что все будет хорошо. И прямо сейчас, да, в ближайшем обозримом будущем. Так, то же самое, мои хорошие, кто переживает за своих дочек, внучек, да, там мужики непутевые, либо нету мужика, сидит девка, не форсируйте события. Тот, кто по судьбе, обязательно придет, обязательно будет. Вот. Не понукайте свою дочь, либо внучку, абы с кем связывать жизнь. Знаете, а потом, как 25 лет, она уже трижды разведенка, там 3 детей от 3 разных мужиков, и что дальше? Одна.
Вы же не хотите такой доли участи для своей любимой девочки? Думаю, нет. Вот. Всему свое время, мои хорошие. Тем более, вот я вижу женщину очень активную, женщину очень талантливую, женщину, которая, ну, натерпелась, настрадалась. У женщины открывается путь вот именно на заработки, на какие-то приобретения, на прогресс, на развитие, на карьеру. Вот. Вам очень важно действительно быть самостоятельной и независимой. Не то, чтобы там себя содержать в будущем, а для того, чтобы быть уверенной, да, в завтрашнем дне. Ну, вы такая птичка пуганая. Вот. У вас сейчас работа пойдет. Очень много работы будет, очень много дел, очень много каких-то вот обязанностей, не знаю, каких-то возможностей. Вы прям на расхват будете. Вот. Мужика нет, потому что нужно собой позаниматься, добиться в жизни. Вы добьетесь. Как добьетесь, так и мужик появится. Вот. Так что не думайте. Не вижу я здесь одиночек. Вот что мне очень нравится, я вот и на красном песке смотрю, и на белом, и на синем. Я ни разу, ни разу не видела женщину-одиночку. Вот кто ко мне пришел, и вот такая судьба, быть одиночкой. Нет, не видела. Вот, так что не переживайте, все будет. Так, мужчина здесь у меня вышел. Мужчина, который, ну не знаю, то ли он обманщик, то ли он предатель, то ли он алкаш. Кстати, может быть и грубиян. Еще и руки может распускать. Вот он делает гадость, как зверюка становится. Проходит время, ну вот идет ласковый котик, да, прощения просит, руки целует, обещает, клянется. И вы не знаете, как поступить. Ну, это больно с ним жить, я уже вижу. И вижу, что вы, как и оставить его, не можете. Так и дальше терпеть вы его не можете. Девочки, терпеть не надо. И этот мужчина у вас порченный. Он почему такой, ну, недоделанный, простите. Ну, что-то мне это именно слово пришло. Может быть, вы так про него говорите. Он порченный. Он был нормальным человеком. Его испортили. Здесь явно порча, причем порча зависть. Вот позавидовали и думают, уберем, чтобы не мешал, да, чтобы его и духу не было. Вот, делали, скорее всего, ему на смерть. Да, звучит страшно, но ну, жизнь такая, да, люди такие есть. Делали, очень сильно делали. Он, кстати, через какой-то вот случай прошел, где он должен был Богу душу отдать. А он, видите, оставили его. Его оставили, потому что это не его судьба. Это судьба, которую ему накликали. Вот. Может быть, там аварии какие-то, несчастные случаи, там драки, да, ну что-то было, болезни, может, даже какие-то были, что-то было у него. Он порченный. Здесь порчу однозначно надо снимать, и он нормальным станет. Он станет нормальным, таким, как его задумала природа, таким, как его сотворил Создатель. Абсолютно нормальным, адекватным человеком. Вот когда он в спокойном состоянии, вот он такой. Вот. Когда помутнение, когда находит, когда синяя вода в голову бьет, ну вот порченный девочки, это не он. Это как может даже подселенец быть у него, который его на все эти гадости толкает. Бросать его не стоит, хотя это выбор каждый. Но вот как я вижу, не стоит бросать, надо лечить. Надо спасать, и поверьте, вам и плюс карму пойдет. И плюс же он вам не чужой. Он же вам не чужой. Хорошее что же было между вами. Если эту порчу снять, то, девчоночки, ну он самым лучшим станет. Самым лучшим. Так. Здесь, кстати, у меня еще семья молодая. Молодые люди. Ну вот относительно меня прям молодые. Так. А вот что-то вы прям любите очень сильно друг друга, но ругаетесь очень сильно в последнее время. Знаете, как вот и он, и она думают, что мы ошибку совершили, когда поженились. Вот зачем мы там поженились тогда с бухты-барахты?
Вот у кого-то отыграется, что девочка забеременела и поженились. И вот думаете, что случайно. Это случайный брак. Вот не зря ж мы так сильно сейчас друг с другом ругаемся. У вас-то причина не в случайности брака, наоборот. У вас, кстати, брак судьбоносный. Он вам по судьбе, он не кармический, он именно судьбоносный. То есть вы должны были... Именно вы должны были встретиться и пожениться, да. И если вы забеременели раньше брака, то это прям как, ну, как знак, как сигнал, что да, вы должны быть вместе. Мои хорошие причины – это денежки. Денежки, финансовое благополучие. Это единственная причина, по которой вы ругаетесь. Я вам сейчас раскрою секрет. Вы оба, и мужчина, и женщина, прекрасные люди. Вы оба можете зарабатывать неплохо, либо как-то распределить очень эффективно и по уму обязанности в семье, в доме. Но вы время не на то тратите. У вас получается так, что вы друг друга обвиняете, что там тяжело, что не хватает денег, что там какие-то проблемы туда-сюда. Вот, вместо того, чтобы друг друга поддерживать. Давайте так договоримся. Вы пробовали, вы сейчас, да, вы даже не пробовали, вы сейчас так живете, что вы друг друга шпилите. Попробуйте по-другому, попробуйте друг друга, наоборот, поддерживать. Поверьте, вы оба обладатели какой-то необычной энергетики. Эта энергетика в хорошем, спокойном состоянии, она созидательная, она развивающая, она дающая, она, там, не знаю, омолаживающая, излечивающая, придающая, плюсующая. Можно много-много слов подобрать. Но когда она в диссонансе, ну, представьте, это лава, да, которая прорывается через кратер вулкана. То есть она разрушает все вокруг, она разрушает все вокруг и также разрушает носители этой энергетики. И мужчину она разрушает, и женщину. Вы, если будете дальше продолжать так друг друга долбить этими претензиями, оскорблениями, девочки, раньше времени состаритесь, болячки всякие могут напасть. А для парня, для мужчины, здесь могут быть и алкоголь, и какие-то дурные люди, подставы, очень такие нехорошие случаи. Зачем? Вот скажите мне, зачем? Наоборот, любите, объединяйтесь, лепите. Не разрушайте, а именно лепите. Вы зачем попали на мою отсыпку? Чтобы я вам подсказала. Просто попробуйте. Через себя переступите и попробуйте. Попробуйте не руки в боки, где деньги, да, а улыбнитесь, скажите: милый, давай поговорим, да, давай обсудим. Вот что мы можем сделать, да, что я могу для тебя сделать. Там, поддержите человека. Но посидите вы в интернете не на года, не на моем, а на каком-нибудь сайте поиска работы, подработки. Найдите, скажите: вот нашла для тебя. Давай попробуем. Девчоночки, все в ваших руках. Вот честное слово, ваших и вашего партнера. Но раз вы видео смотрите, значит начинайте. Начинайте вы, а он к вам потянется. Вы хорошая пара. Вам нельзя друг друга потерять. И если друг друга потеряете, потом всю жизнь жалеть будете. Вот так вот вам высшие силы прям четко указали. Конечно, жестоко звучит, но я должна передать то, что я вижу. Так, здоровье. Здоровье, ну вообще больная тема. У кого-то операция должна быть, либо какое-то лечение. Там какие-то вопросы смущают, либо оплата этого лечения, операции, либо доступность, что-то вам не дается. И у вас прям вопросы: надо, не надо, стоит, не стоит. Кто-то, в принципе, боится, например, этого, как наркоз, да, боитесь этого состояния. Значит, мои хорошие, если бояться дальше тянуть, ну, простите, будет хуже. Ну, вот реально будет хуже, чем есть. Причем в разы будет хуже. Надо действовать, надо лечиться. Тут вам очень хороший совет дали. Вы должны как и таблеточки принимать, да, то есть традиционную медицину, так и соединять с нетрадиционной медициной. Ну, кому-то травушки-муравушки подойдут, но как дополнение, да, как допы. А кому-то подойдут и практики духовные. То есть вы можете медитировать, вы можете читать молитвы, вы можете обряды проводить.
Это вам очень хорошо поможет. Это надо совмещать, понимаете? Совмещать, вот чтобы 2 в 1 было. И тогда будет очень хороший результат. Что касается стоимости и качества, поверьте, в вашем случае все пройдет хорошо. Я не вижу тут какой-то ситуации патовой. Наоборот, наоборот. У вас и по здоровью наладится, и настроение улучшится, и возможностей больше появится. Вы справитесь, все будет хорошо. Так. Ну, кто за детей просит, у кого-то детки болеют очень сильно. Ну, тут вопрос, да, за что моим деткам это все. И, конечно же, желание деткам помочь. Девчонки, у кого неизлечимые диагнозы. Ну, вот неизлечимые, там, не знаю, ДЦП, синдром Дауна, какие-нибудь там генетические проблемки. Не хочу вот просто, знаете, вот это так страшно, не хочу я лишний раз это все перечислять. Ну, я думаю, что каждый знает свои проблемы. Вот. А за что это вашим деткам? Ну, за род. За род это детки сами вызвались, когда еще были душами, спасти, почистить. Да? Но это не жертва. Это не жертва, это как искупление идет. Да, так иногда бывает. Да. Бывает. Это трудно понять, это трудно принять, особенно если ты мама. Но сама душа вызвалась, сама вызвалась. Что будет? Будете любить, будете поддерживать, все хорошо будет. Все будет хорошо. Ребенок будет счастлив, ребенок будет там рядом с вами, все будет хорошо. Будете опускать руки. Ну, поверьте, вы только себе сердце разобьете, если опустить руки. К сожалению, тут излечиться я не вижу возможности. Но улучшить образ жизни, улучшить состояние вашего ребенка это можно. В любви, в заботе, в вере. Просите высшие силы. Вот просите, да. Есть же куча всяких молитв, обрядов, когда мать просит за свое дитя, благословляет свое дитя. Очень много их есть. Делайте, делайте. Не ленитесь, ищите, делайте. Это не значит, что вы сейчас все должны бросить, там, за последние деньги заказать себе какой-нибудь обряд. Нет, девочки, есть молитвы абсолютно бесплатные. Вы идете в храм, либо покупаете сборник молитв, да, там, молитвослов тот же. Там же все расписано, какая молитва для чего. Не хотите, нет возможности. Да просто подходите к иконе Божьей Матери, к святому Николаю Угоднику. И просите своими словами, вот как мама просит для своего ребенка, от сердца просите. Кстати, эти молитвы не самые сильные, вот те, которые от сердца идут. Вот, девчоночки, все в ваших руках, не сдавайтесь. Да, тяжелое испытание на вашу долю, очень тяжелое, но вам оно по силам. Это первый момент. А второй момент, сейчас вам тяжело, сейчас это для вас боль и страдания всей вашей жизни. Поверьте, пройдет пару лет, и все поменяется. Вот все поменяется. Не могу сказать, что конкретно, в какую сторону, но я вижу то, что сейчас вам боль причиняет, вот страдания вашему сердцу, будет наполнять ваше сердце радостью и благостью в будущем. Вот, не отчаивайтесь, все будет, и все будет хорошо. Так. Еще очень важный момент по поводу какого-то человека. Тут страх за этого человека. Вы либо боитесь за этого человека, либо вы боитесь что-то узнать об этом человеке. Да, какую-то плохую новость боитесь узнать. Может быть, даже человек пропал, вы ничего о нем не знаете. Ничего не знаете. Но так интересно показали. Если вы будете действовать, если вы будете искать, то вы обязательно найдете. Вот так показали. Ну, либо получите информацию. Если будете добиваться этой информации, вы ее обязательно получите. У меня, кстати, есть очень хороший обряд, очень хорошая молитва, сильная, которая помогает узнать правду. Вот именно если кто-то пропал. То есть если ее правильно читать, вот именно правильно, с определенным подходом,
вот с определенным настроем, то человек либо объявится, либо придут новости об этом человеке. Я бы ее, конечно, вам сейчас дала, но я не уверена, что у вас получится правильно ее прочитать. Есть у меня такая задумка. Может быть, и вам ее записать. Знаете как? Я вам ее, например, запишу на видео, эту молитву, ну, расскажу, что делать, как делать, и я вам ее запишу. И вы будете за мной как бы повторять, да? Стараться повторять той же тональности, с той же скоростью, и вот прям слово в слово повторять, да, чтобы сработало. Я смогу усилить эту молитву своей энергетикой, плюс еще ваша наложится. Вот, чтобы прям поэффективнее было. Ведь знаете, в чем проблема? Очень многие люди жалуются, говорят: ой, мне молитва не помогает, ой, мне заговор не помогает, ой, мне обряд не помогает. А когда начинаешь разбираться, вот человек, знаете, вот так по писанному, да, вот он написан текст, и человек просто берет и читает. Читает, да, как книгу, как газету, без тональности, без расстановки, без чувства, да, еще там о своем чем-то думает. Вот. А оно, конечно же, так не сработает, мои хорошие. Нет, есть определенные правила и определенный подход. Если это не соблюдать, конечно, не будет работать. Ну, считайте, что это молитва обычный текст. Стишок. Стишок. Вот. Так что, мои хорошие, давайте. Я сейчас немножечко разберусь, и я запишу. Немножко подождите. А лучше не ждите, лучше сами пытайтесь, да, пробивать информацию, искать человека. Не ждать, а действительно действовать. Вот. И я вам подмогу тоже свою передам. Вот. Запишу отдельным видео и буду вам давать. Так, ну что, мои милые, еще важный момент касается ваших желаний. У вас из одной звезды другая вырастает. У многих сейчас есть желания, мечты, пожелания. Вы чего-то ждете, вы на что-то надеетесь. Кто-то даже очень усердно работает над исполнением. Усердно просит даже, да. У кого-то и так отыграется. А не получается. Тут ответ очень жесткий, но он прямой. Не получается, потому что не того просите. Не того просите, либо вам это не полезно, не подходит и никакой смысловой нагрузки вам не несет, не дает. Что-то должно поменяться. Вот вы все разные, и желания у вас разные, и жизни у вас разные, живете вы в разных местах. Но что-то должно вот в ближайшие дни, ближайшие просто дни, не знаю, пару дней, да, должно поменяться. И под влиянием этих изменений поменяется и ваша мечта. И вот та уже новая мечта на 100% в скором времени у вас исполнится. Вот так высшие силы показали. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.